Отопительный сезон в Северной Осетии официально стартовал, однако не все объекты готовы к осенне-зимнему периоду. Сегодня об этом говорили на заседании республиканского штаба. Заместитель руководителя штаба Константин Габисов доложил, что все подготовительные работы на сегодняшний день выполнены на 100%, однако есть недоработки. Из 12 теплоснабжающих организаций республики только 9 получили паспорта о готовности к отопительному сезону. 15 ноября – крайний срок, когда можно получить соответствующий документ. Кроме этого, республиканским министерствам и ведомствам, а также администрациям районов и Владикавказа нужно обеспечить резервными источниками электроснабжения школы, больницы и детские сады. Перед тем, как отопительный сезон стартовал, специальная комиссия проверила более 300 котельных. 11 из них находятся в подвальных помещениях. Это не соответствует федеральному закону. Необходимо эту проблему решить. Председатель штаба Таймураз Мамсуров заявил, что ведомства должны работать сообща и максимально быстро устранять все неполадки. Здесь на совещаниях можно угрожать друг другу, а при остановке работы котелен это надо было делать до того, как все закрутилось. Сейчас никаких приостановок, только в рабочем режиме. Можете ругать друг друга, можете даже колотить друг друга руками, ногами, но все котельные должны работать без остановки. Новая готова, подключайте ее и тогда отключайте старую. Иначе мы будем очень жестко на это реагировать. После небольшого отпуска остинские добровольцы, воевавшие на стороне ополчения Новороссии, запаслись теплой одеждой и отправились в зону боевых действий. Мужчины находились на территории юго-восточной части Украины практически с самого начала конфликта. Местные жители неоднократно выражали благодарность остинским бойцам за участие в противостоянии с Нацгвардией. Напомним, вооруженное столкновение на территории Донецкой и Луганской областей началось в апреле этого года. 5 сентября представители Украины, ЛНР и ДНР подписали протокол о прекращении огня на востоке страны. Однако стороны постоянно сообщают о нарушении договоренностей. Именно из-за опасения возможного повторения нападения остинские добровольцы вновь отправились в Новороссию. Все зависит будет от того, какие будут планы у украинской стороны. Да, мы же помогаем воевать нашим товарищам в Новороссии. Они войны не хотят, они защищают свою землю. А то, какие будут агрессивные планы со стороны Украины, это сейчас будет видно в ближайшее время. У них прошли парламентские выборы. Ну и судя по тому, по явке, какая низкая была избирателей, и судя по тому, как мало набрали радикальные эти партии все сейчас в Раде, нам это говорит о том, что нет поддержки в больших массах населения этой войны, которая идет. Соответственно, что там будет дальше, посмотрим. Но если будет продолжаться война, будем воевать. Ведущие эксперты в области медицины Кавказа и других регионов России встретились в Северной Осетии на 4-й научно-образовательной конференции кардиологов и терапевтов. В этом году она приурочена к 75-летию Северо-Остинской государственной медицинской академии. В течение 2 дней лучшие медики России поделятся профессиональным опытом и обсудят ключевые проблемы кардиологии и терапии. Подобные встречи необходимы для выработки оптимальных путей противостояния социально значимым заболеваниям. А в научную программу Конгресса включены лекции, секционные заседания и стендовые доклады. Свои лучшие работы в рамках конференции представят молодые ученые. Основная цель его состоит как раз в том, чтобы донести до практических врачей то новое, что сейчас за последнее время появилось. А информации появляется очень много, новой информации. Практическому врачу просто невозможно, конечно, угнаться за всем этим. А вот на таких конференциях, когда выступают эксперты, которые уже в сжатой форме, в аналитическом таком виде подают эту информацию, это то, что называется непрерывное медицинское образование. Врач должен учиться всю жизнь.